развитие туризма, пользуясь аллегорией Михаила Гассиева, в той двухкомнатной квартире, где в коридоре нам установили государственную границу и, хуже того, таможенный пост в коридоре между комнатами. Первая позиция, помимо железной дороги, заговорили сегодня о том старом проекте Север-Юг, логистика, да? Необходимо и Транскам открывать надо и так далее, но таможенный пост и уравнение пошлин между Южной Осетией и Евразес, что приведет к абсолютной бесполезности таможенного поста на этом месте, да? При том, что российские пограничники охраняют периметр Южной Осетии, да, внешний, этот процесс реален или нет, и сроки. И второй момент, вот находясь опять же в очередной раз в Южной Осетии, второй день, не совсем я турист, но я россиянин, гражданин России, и у меня роуминг, причем роуминг дорогой, 10 рублей за минуту. Интернет дорогой. И эти туристы, которые приезжают и будут приезжать, в основном-то рынок российский, это ненормально. Будет ли соглашение между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией об упразднении роуминга на сопредельных территориях, по примеру Белоруссии? Спасибо. То, что касается роуминга. Роуминг у нас, понятное дело, дочернее предприятие российской компании, которая предоставляет свои услуги. Для открытия роуминга это больше вопрос коммерческий, чем межгосударственный, потому что здесь в данном случае предоставляет услугу компания, и компания допускает до своей инфраструктуры другие компании, либо предоставляет им услугу соответствующую. Вот, это один момент. И, ну, не знаю, наверное, сколько мы шишек набили уже по обсуждению этих вопросов, однако решения на сегодняшний день нет. То второй вопрос, что касается таможенного поста или пограничного поста. Пограничный пока понятно, политический вопрос, но границу остается там, но таможенный. Давайте мы сейчас проговорим дальше, да, посредине двухкомнатной квартиры. Ну, в данном случае две комнаты этой квартиры живут в разных государствах. Одна комната это самостоятельное государство, другое это регион Российской Федерации, да? Мы правильно это понимаем. И по тематике сегодняшнего обсуждения, у нас турист сталкивается не с таможенным оформлением, да, а больше с пограничным контролем. И в данном случае Российская Федерация свою территорию охраняет своими пограничными силами и осуществляет режим соответствующий. Речь, если можно, я извиняюсь. Не хочу политические заявления здесь. Не надо политики, я вас прошу. Речь не о пограничном контроле, потому что речь не о скорости прохождения пропуска. Его можно решить, увеличив количество пропускных пунктов. Речь только о том, чтобы уравнять экономическую ситуацию здесь и на севере, чтобы люди перестали платить дополнительные платежи за продукты, за топливо, которого сейчас не хватает в Южной Осетии и прочие вещи. То есть те неудобства, которые испытывают жители и севера, и юга из-за таможни. Не берем границу, оставляем пока политику политикам, именно экономические вопросы, чтобы мы решили. Ведь когда мы едем из Франции в Германию или в Италию, вот я лично, и нету никаких таможен, граница на месте, а таможня, даже Белоруссия и Россия, зачем нам далекие Европы, да? И то же самое касается роуминга. Если это не государственный вопрос, но соглашение между государствами всю экономику переделает быстренько. Никакой оператор не будет против того, что заключат договор Россия и Южная Осетия. Мое мнение, извините.